Что порицается делать постящемуся? Первое. Порицается, чтобы постящийся что-нибудь пробовал на вкус или жевал без уважительной причины. Это не относится к таким случаям, когда человек, вынужденный покупать еду, опасается обмана, или когда некому разжевать еду для ребенка, кроме матери, если у нее имеется только такая еда, которую ребенок не сможет есть без предварительного разжевывания. Второе. Постящемуся порицается делать все то, что предшествует интимным отношениям и побуждает к ним, например, целовать и обнимать женщину или прикасаться к ней, если нет уверенности в том, что это не приведет к семяизвержению, то есть к нарушению поста. В обоих сборниках Сахих аль-Бухари приводится хадис, в котором сообщается, что во время поста пророк, алейхиссаляту вассалям, нередко обнимал и целовал своих жен, однако он владел собой лучше любого из вас. Смысл этих слов заключается в том, что мужчинам следует избегать поцелуев и не приравнивать себя к пророку, алейхиссаляту вассалям, который в совершенстве владел собой. Третье. Постящемуся порицается делать то, что может обессилить его настолько, что он будет не в силах соблюдать пост, например, пускать себе кровь с помощью использования банок, заниматься тяжелой работой или подолгу находиться в горячей бане. В обоих сборниках Сахих приводится хадис, в котором сообщается, что обычно сподвижники отказывались от кровопускания во время поста, только потому что постящемуся порицается напрягаться. Если же вышеупомянутые действия не обессилят постящегося, то в совершении их нет ничего порицаемого, как и в том, чтобы постящийся заворачивался в пропитанную водой одежду, желая охладить тело. Так, например, сообщается, что во время поста пророк, алейхиссаляту вассалям, иногда поливал голову водой по причине жары, передал имам Абу Дауд. Постящийся может промывать нос и полоскать рот, даже если это делается не во время совершения омовения. Однако, поступая так, не следует переступить пределы разумного, чтобы вода не попала внутрь, поскольку это приведет к нарушению поста. Не является порицаемым также очищение зубов с помощью зубочистки, сивак, даже если она смочена водой, так как пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал: «Обыкновение пользоваться зубочисткой относится к числу наилучших качеств постящегося», передал Ибн Маджа. По мнению имама Аш-Шафии, порицается пользоваться зубочисткой во время поста во второй половине дня. Он считал, что использование зубочистки приводит к устранению достойной похвалы следов поста. Имеется в виду обозначенное в одном из хадисов слов «хулюф» – изменение запаха во рту постящегося в результате отказа от пищи. Здесь имеется в виду приводимый в обоих сборниках Сахих хадис, в котором сообщается, что посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, сказал: «Всемогущий и великий Аллах сказал: любое дело сына Адама делается им для себя же, кроме поста, ибо поистине пост соблюдают ради меня, и я воздаю за него». Посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, также сказал: «Пост является щитом, и в тот день, когда кто-нибудь из вас будет поститься, пусть избегает всего непристойного и не повышает голос, или же кто-нибудь станет бранить его или пытаться завязать с ним ссору, пусть скажет такому человеку: поистине я соблюдаю пост». Клянусь тем, в чьей длани душа Мухаммада, запах изо рта постящегося приятнее для Аллаха, чем благоухание мускуса, а постящийся испытает две радости. Он порадуется своему разговению, когда станет разговляться, а когда встретится со своим Господом, порадуется он тому, что постился. Однако, как считают ханафитские имамы, здесь имеется в виду такой человек, который не в силах избавиться от запаха, появляющегося в результате поста. Если же человек не желает избавляться от запаха по собственной воле, то награды за это он не получит, как и тот, кто специально выбирает далекий путь, чтобы сделать как можно больше шагов, добираясь до мечети, несмотря на то, что во многих хадисах есть указание на то, что человеку, который добирается до мечети пешком, полагается награда. Так, например, в обоих сборниках Сахих приводится хадис, в котором сообщается, что пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Поистине, наибольшую награду за совершение молитвы получит тот из людей, кому приходится проходить наибольшее расстояние до мечети». То же самое относится и к такому человеку, который имеет возможность ехать верхом, но отправляется пешком, например, на джихад на пути Аллаха, так как буквально понимает хадис, где сообщается, что пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал: «Огонь не коснется того раба, ноги которого покрывались пылью на пути Аллаха», передал имам Аль-Бухари.
С учетом вышеизложенного, порицается, чтобы наряду с зубочисткой постящийся пользовался и зубной пастой, которая вместе со слюной может попасть внутрь, что приведет к нарушению поста. Однако в том случае, когда от запаха изо рта избавиться по-другому невозможно, если использование зубной пасты не приведет к ее попаданию внутрь, то использовать ее разрешается. Замужней женщине порицается соблюдать добровольный пост без разрешения своего мужа, при том условии, что это не причинит ему никакого ущерба. Если же женщина выполняет обязанности, возложенные на нее Аллахом, например, поститься во время Рамадана или возмещает пропущенные дни обязательного поста, муж не имеет права запрещать ей делать это, поскольку сотворенному существу не следует подчиняться, если это приведет к ослушанию Творца. Указанием на это служит и приводимый в обоих сборниках Сахих хадис, где пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал: «Не разрешается женщине поститься добровольно в присутствии своего мужа, иначе как с его позволения». Здесь следует отметить, что данный аспект исходит из стремления к миру и согласию в семье, поскольку иногда добровольные виды поклонения могут приводить к ссорам между супругами. Также следует отметить, что если добровольный пост наемного работника вредит интересам нанимателя, тот может поститься только с разрешения работодателя.